Иногда нам кажется, что чудеса природы находятся за тысячи километров от нас, далеко за океаном, в других странах и даже континентах. Мы думаем, что до них тяжело доехать и долететь, но может все намного проще. И красота совсем рядом, в Северной Осетии. Именно так думают наши ведущие и готовы вам рассказать о самых красочных и удивительных уголках республики, познакомить с историей и культурой народа. Они покажут Северную Осетию глазами обычного туриста и докажут, что Осетия – настоящая мечта путешественника. Всем привет! Это новое тревел-шоу на телеканале «Осетия и Рыштон». И я его ведущая Мадина Тимирканова, корреспондент телеканала «Осетия и Рыштон». Милая хрупкая девушка боится высоты, пауков и волков, но ради красивого кадра и интересной информации готова заглянуть в пасть любому зверю и взобраться на самую крутую вершину. А я Ацамаз Гизоев, и я помогу Мадине не заблудиться нигде в горах. Ацамаз Гизоев – выпускник факультета туризма, чемпион мира по современному мечевому бою, любит покорять новые вершины и исследовать неизведанные маршруты. Такой соведущий Мадине точно нужен. Сможет прийти на помощь и вытащит леди из любой передряги. Настоящий кавказский мужчина. Мадина и Ацамаз должны выбрать наиболее интересный и популярный туристический маршрут. Они покажут, где можно сделать самый эффектный селфи, снять оригинальные рилсы, вкусно поесть и познакомиться с тайнами древней Алании. Я предлагаю выбрать наш сегодняшний маршрут абсолютно рандомно. Как ты на это смотришь? Мадина, я поддержу любую твою идею, но как мы это сделаем? Так, где моя супер-чудо-шапка? Оп, вот так. Да, у нас вот такие вот чудеса происходят на телевидении. Давайте покажем, что у нас здесь очень много разных маршрутов. Мы их перемешаем. Один убежал, секунду. Так, и достанем абсолютно рандомный маршрут. Посмотрим. Сегодня мы отправимся в Дигорию. Что можно посмотреть в Дигории весной, Ацамаз? Мадина, давай не будем раскрывать всех карт в самом начале. Мы отправимся туда, и я думаю, я удивлю тебя локациями, которые находятся в этом замечательном месте. Давай, я готова к любым испытаниям. И куда нам надо отправляться? Наверное, туда. Да. Все, побежали. Горная Дигория – уникальное место. Туристов здесь бывает относительно немного, потому что ехать сюда из Владикавказа около 2-3 часов. Серпантины проверят на прочность ваш вестибулярный аппарат, а чистый горный воздух скружит голову любому закоренелому городскому жителю. Горная Дигория – край водопадов, каньонов, архитектурных памятников и уже опустевших и даже обветшалых сел. А еще это место с великой историей, где вы увидите многовековые могильники и современные арт-объекты. Здесь дух древней Алании тихо сосуществует с современностью. Шум воды и шелест листьев звучат как мантры. Ощущение, что время замедляется. Средневековые замки и боевые башни поведают об истории этого края, а встречи с местными жителями смогут окунуть в самобытную жизнь ущелья. Ну что, Дигория, встречай! Кстати, если верить интернету, я подготовилась и узнала, что здесь занимаются альпинизмом, горными лыжами, а также учат велосипедному туризму. Вот. Ну, горный туризм и все остальное мы пока оставим на потом. Приглашаю тебя посетить первую и самую таинственную локацию всей Дигории. Пройдем к каньону Ахчинта. С удовольствием, Ацамаз, с удовольствием. Каньон Ахчинта – самое узкое место в Дигорском ущелье. На протяжении многих лет здесь закрывался проход для врагов, которые хотели проникнуть в верховья Дигории. В народе эту локацию называли очень просто и романтично «Ворота горной Дигории», ну или менее романтично «Чертов мост». Да, Мадина, именно. Держись, пожалуйста, да.
Именно отсюда сбрасывали приговоренных к смерти, и шансов выжить совершенно не было. Но люди, которые выживали, они могли спокойно жить и дальше в обществе. На самом деле я не знаю, как они тут выживали, потому что очень глубоко, очень страшно. Мы не рекомендуем отсюда спрыгивать, лучше просто наблюдать и наслаждаться этим прекрасным видом. В самом узком месте каньон Ахшинта составляет 30 метров, а вот высота около 300 метров. Сюда не проникают лучи солнца, поэтому на территории каньона царит тень и прохлада. Каньон не раз спасал местных жителей от врагов. Кто только не пытался проникнуть в эти края. Татаро-монгольские орды, войны Тимура и Шаха Аббаса, турецкие янычары и крымские ханы. Если верить легендам, то астины создавали каменные обвалы, тем самым блокируя единственный проход в горную Дигорию. От Самос отсюда было бы очень здорово прыгнуть с тарзанки. Не знаю, мне кажется, это очень классная идея вообще. Давай перед тем, как прыгнуть, проверим, насколько долго лететь вообще вниз. Так, О, ты готова? Я даже подготовлен, да. Вообще, да, ты пока кидай, я посмотрю и оценю уже... ситуацию, да. И дальше решишь, надо тебе это да, или нет. Давай. Оп. Ну, офигеть. Ну, вообще, я передумала прыгать, но так, на справочку. Здесь люди обычно занимаются роуп-джампингом, их привязывают к веревке, а дальше все как в тумане. Они отправляются в полет. Да. Прям по каньону, но учитывая то, что отсюда сбрасывали приговоренных к смерти, я не рискну прыгать. Вообще что-то очень холодно стало, я считаю, что нам нужно к следующей локации уже поторопиться. Побежим. Не, ну камушек прям реально четко полетел. Кажется, Мадина типичная девушка. Адреналиновые качели ей не по вкусу и не по натуре. Хотя, может, Дигория вскроет потайные черты характера, и перед нами предстанет истинная амазонка. В общем, мы добрались до нашей следующей локации. Это у нас Задолеск. Что ты можешь сказать об этом замечательном селе Самос? Ну, во-первых, ваша задача будет вот на этом замечательном стенде повернуть наверх, да, в сторону, вот так по дороге наверх подняться. И, кстати, наша машина с нашей замечательной съемочной группой. Горная Дигория – уникальное место. Некогда здесь проходил один из маршрутов Великого Шелкового пути, но сегодня мы с тобой находимся и не так часто можем встретить местных жителей. И кажется, что здесь совсем вымершее селение, но это не так. Вообще, если вы проехали ворота Горной Дигории, каньон Ахшинта, то вы в правильном направлении по пути в Задолеск. Это и есть вторая точка нашего сегодняшнего маршрута. Есть даже мнение, что данные территории были заселены задолго до татаро-монгольского нашествия. Точная дата возникновения селения неизвестна, но чаще историю связывают с именем женщины, которую звали Задолески Нана. Легенду про нее знает практически каждый местный житель. Во времена татаро-монгольского нашествия Нана смогла спасти от гибели аланских детей, укрывшись вместе с ними в этих окрестностях. Задолески Нана почитают как спасительницу народа. На территории села есть музей, который круглый год готов принимать туристов, гостей республики. Мадина, к сожалению, не пришла со мной сюда, но я ей все в подробностях расскажу и покажу фотографии. Думаю, ей понравится все. В Задолеске есть дома как современные, так и древние. Жизнь в селении течет размеренно, на улице людей практически нет. Но я надеюсь встретить и пообщаться с кем-либо. Точнее, выяснить, где здесь можно погреться и выпить кофе. А еще нужен Wi-Fi, чтобы быстрее закинуть новые рилсы и похвастаться моим путешествием. Так, ой, здравствуйте. А вы не подскажете, где здесь найти ближайший магазинчик, ну или какую-нибудь кофейню? К сожалению, у нас тут магазинчиков нету и кофейни тоже. Но можете, пройдемте к нам и
попьем чай у нас? Ой, было бы замечательно. Вот так вот, пока Ацимаз рассказывает легенды, я уже нашла здесь местного жителя. Как вас зовут? Кристина. Мадина. Очень приятно. Кристина, а вы мне можете рассказать немножко о селе, о Задолеске? Вообще, сколько здесь сейчас живет людей? Просто так смотрю, никого нет на улицах, как-то немноголюдно. На данный момент тут немного людей живет. В основном молодежь у нас уже как бы перебралась в город, но есть энное количество людей, которые живут здесь на постоянной основе. Давайте пройдемте в дом и более подробно об этом могу рассказать. Давайте. Гостеприимство – качество, которое присуще практически каждому кавказцу. Как говорит моя бабушка, гость – посланник Бога. Оказалось, что Кристина живет за поворотом. Дома здесь очень необычные. Больших многоэтажных сооружений не встретишь. Маленькие постройки придают селению уют и непередаваемую атмосферу. Итак, отелей, кафе и ресторанов на территории Задолеска нет, но тем не менее туристы любят сюда заглядывать и совершать пешие прогулки. Спокойствие местных гости не нарушают. Наоборот, всем бывает интересно побеседовать с жителями разных регионов страны. Некоторые хотят просто приезжают, смотрят, говорят красиво и уезжают. Есть туристы, которым бывает прям интересно посмотреть быт и жизнь таких высокогорных сел. И особенно интересно бывает, как живут реально люди здесь на Кавказе. Потому что для них все-таки Кавказ считается каким-то таким местом. Им кажется, что еще цивилизация не дошла. А какие эмоции бывают у туристов, когда они сюда приезжают? Что их больше всего здесь поражает? Честно, эмоции бывают разные. Некоторые прям бывают в таком восторге от того, что они видят горы. Некоторые все равно как-то себя чувствуют не так уютно в горах. Все люди разные, соответственно, эмоции тоже разные. А есть ли у вас какая-то здесь любимая локация, куда вы любите приезжать? И что бы вы посоветовали вообще туристам, которые направляются именно в Задолеск? Здесь локаций, которые мне нравятся, их много. Вот тут есть выше на холму, сейчас поставили качели, а раньше это был просто холм. И раньше я очень любила туда подниматься, садишься и смотришь просто вниз в село. Как только речь зашла о полезном контенте, Мадину как ветром сдуло. Естественно, по ходу в музей она предпочла ленивый отдых. Скорее всего, делает фотографии для соцсетей или же зашла к кому-то в гости. И я даже предполагаю, к кому. На самом деле очень вкусный чай. Вот, честно скажу, была во многих кофейнях нашего города и нигде такой вкусный еще не пробовала. В чем секрет? Это все горные травы или же вы его покупаете? Нет, это все горные травы, это все собирается вручную, это собирается в определенный период до того, как, допустим, даже сама мята зацветет, потому что она бывает тогда более насыщенная по вкусу. О, Мадина, вот здравствуйте, Ацимаз. здравствуйте. Обыскался я тебя, конечно. Вам можно? Да, Ацимаз наконец-таки нас нашел. Даже кружка уже. Да, мы тебя ждали на самом деле, что ты к нам придешь, поэтому поставили тебе кружку. Я была уверена, что ты меня найдешь, пока ты там свои легенды рассказывал. Старайся не терять меня больше, а то я заблудился здесь во всем этом селении. Красивом на самом деле. У вас здесь очень красиво. Спасибо за чай. Мы сейчас попробуем его. Ой, на самом деле вкусный чай, Кристина. Ну, Ацимаз, давай быстрее. Мы иначе ничего не успеем. У нас еще сколько локаций по плану. Давай посидим еще немного, погреемся, насладимся вот этой компанией. А все локации будут на местах, не переживай. И фрегат, и все остальные селения никто не украдет, не заберет. Так что гидов нужно беречь, Мадина. Я тебя берегу. А то одной ты точно никуда не попадешь. Здесь такие вот эти тропинки извилистые, страшные, опасные. Так что слушай меня. Вот бывают моменты и ситуации, когда к мужчинам однозначно нужно прислушиваться. Так я и сделала. Ацимаз выпил чай, и мы продолжили путь по маршруту. Впереди нас ждал один из самых необычных архитектурных памятников Средневековья. Находится он в высокогорном селении Ханаз, которое в прошлом считалось самым крупным в горной Дигории. Но от былой славы практически ничего не осталось. Развалины и одинокие улицы. А как было бы здорово, если бы удалось восстановить здания, чтобы мы смогли увидеть их в первозданном виде. Говорят, это очень дорогое удовольствие, но мне лично кажется, что это того стоит. А пока по этому маршруту туристы чаще всего направляются из-за вот этого средневекового замка – Ханаз.
Ацамаз, вот я иду и думаю, как было здорово, когда были принцессы, короли, королевы, прекрасные джентльмены, которые совершали героические поступки ради представительниц прекрасного пола. Кажется, Мадина не понимает, что в этих краях принцесс и королей не было и вряд ли будет. Да и в пышных платьях по местным тропам не походишь. Люди жили в достаточно суровых условиях. Ну, да ладно. Пусть верит в свою сказку, иногда так легче жить. Какой-то Ацамаз молчаливый. Наверное, таинственный замок на него так действует. Признаться, и мне тут хочется быть немногословной. Может, это какие-то силы так влияют. Есть в этом во всем нечто величественное и магическое. Замок гордо и одиноко красуется и заставляет задуматься о владельце. Согласно легенде, замок построил некто по имени Мансау. Говорят, он крал детей у своих соплеменников и продавал в рабство туркам. А форма замка – отсылка к темному прошлому своего владельца и турецким фрегатам. Но это всего лишь легенда. Если верить документам, то Галуан принадлежит роду Цалаевых. Подобных сооружений нет не только на территории Осетии, но и на всем Северном Кавказе. Башня построена на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Построена она, посмотри, на огромном валуне. Такая практика очень часто использовалась для того, чтобы башня оставалась сухой внутри. Интересно, тут есть какие-нибудь сокровища или, может, еще что-то более интересное? Мадина, остановись, пожалуйста, спускайся вниз, спускайся. Там совсем небезопасно, ты же видишь. Ацамаз, подожди. А как же сокровища? А как же вот что-то интересное, что мы можем упустить? Я вообще вот в погоне за классным контентом туда лезла, но ты меня остановил. Самый ценный клад, который мы можем здесь найти, это знания местных жителей. Хотела спросить, откуда здесь взяться местным жителям, но смекнула, Ацамаз заранее обо всем позаботился и попросил своего друга, любителя истории Ибрагима Цокова, рассказать о замке. Ребята всеми силами пытаются меня просветить. Ладно, пусть чувствуют свою значимость. Привет, Ибрагим. Привет, Ацамаз. Это Мадина. Мадина, очень приятно. Ибрагим, расскажи нам, пожалуйста, поподробней о замке, который сейчас за нами, и, в принципе, о селении. Так, мы с вами находимся сейчас в древнем поселении Ханас. Это село, можно сказать, с тысячелетней историей. И свое активное существование оно прекратило относительно недавно. Это были 90-е годы прошлого века. Но в периоды своего расцвета это было село достаточно большое, около 200 домов, почти в каждом из которых держали скот. Это тоже говорит о возможностях населения. Но все-таки, когда люди приезжают в Ханас, местом притяжения, местом повышенного внимания у нас здесь является башня семьи Цалаевых. Ее еще принято называть замком Фрегат. Ибрагим подтверждает, что никаких точных данных о замке нет, а ориентироваться на легенды не стоит. Если присмотреться, то можно видеть камень, который выступает в роли фундамента, и он задает форму этому строению. Но если походить чуть-чуть вокруг, посмотреть, можно понять, что изначально она такой не была. То есть изначально это была просто обычная квадратная, как и все остальные башни. И потом уже в ходе расширения семьи, увеличения возможностей, она достраивалась. По разным данным, ей от 500 до 700 лет. И, как мы можем видеть, держится она в таком же, можно сказать, первозданном виде. Ибрагим, спасибо большое за информацию. Мы почерпнули для себя очень много всего интересного. Нашли настоящий клад, для себя. На самом деле, да. И я думаю, что, в принципе, можем отправляться вниз по коням. Кстати, у жителей замка были соседи. Неподалеку располагаются фамильные башни Седановых, но совсем недавно напротив замка поселились еще одни жильцы. Правда, не в башне, а в современном доме. Он, конечно, красивый, но по мне не очень соответствует общему дизайну и немного портит вид. Не знаю, были бы рады новым соседям аланские феодалы.
Мадина, мы сегодня с тобой такие молодцы. Мы увидели замечательные виды, посмотрели на сногсшибательные каньоны и успели даже немного подмерзнуть и подустать. Я, конечно, хотела казаться сильной и энергичной, но, признаться, уже устала. Вроде и в спортзал хожу, но горные тропы – это вам не беговые дорожки и велотренажеры. Я тоже считаю, что мы заслужили отдых. Я на самом деле тоже немножко устала и предлагаю пойти погреться. Вот тут что-то красивое я вижу. Явно это ты подготовил такую красоту. Да, пройдем вот в этот хостел в селении Камата и немного отдохнем. Замечательно. Отдохнем, согреемся. Открывайте нам. Здравствуй. Мы пришли к тебе отдохнуть, погреться. Да, у тебя это тепло. Первый герой, который нас встретил. Запускаешь нас к себе в гости? Я думаю, что он не против, если мы зайдем Да, на огонек. Часто будет не запланировано. Да. Ну, обычно такие кадры постановочные бывают, когда кто-то открывает дверь, а сейчас... Да, наверное, можно уже зайти. Да? Можно? Здравствуйте, да. Здравствуйте, здравствуйте. В Камате мы познакомились с Сергеем Селезневым. Он тоже гид и уже давно живет здесь. Туристы любят у него останавливаться. А я решила не упустить возможность и выпить чай. Сергей, у вас тут очень необычный чай. Можете рассказать, что мы сегодня будем готовить? Эх, Мадина, надо чаще вывозить тебя в горы. Уже обычный травяной чай стал для тебя чем-то удивительным. Ну, я думаю, обычный чай вы и дома попьете, а мы сейчас сделаем из местных травок. Это чебрец, душица, мята. Давайте я вам помогу. Да. Я достану. На самом деле, вот уже второй человек, который говорит, что здесь, в Видигорском ущелье, все готовят именно горный чай. То есть никто не пьет чай из пакетиков, все собирают. Вы тоже, наверное, собирали, да? Да, конечно. Собирают сами травы, особенно вот мяту очень сильно люблю. Вот, и готовят такой замечательный чай. Сергей, пока мы вот все это готовим, вы можете мне рассказать немного про Камату, про вашу эту замечательную уютную локацию? Насколько мне известно, у вас есть грандиозные планы по поводу нее. Да, у нас на самом деле событие, то, что мы уходим от формата хостела, то есть мы проработали 6 лет в формате Камата Хостел. Сейчас мы немножко формат меняем. У нас будет палаточный лагерь свой, плюс есть в планах построить музейчик в селе. А сам основной формат это будет формат научно-исследовательского центра. Основная тематика – это устойчивое развитие горных территорий, то есть нам интересно отследить моменты, как-нибудь помочь тому, чтобы люди начали возвращаться на постоянное место жительства в горы. Понятно, что от туризма далеко уходить не будем, потому что туризм – это хороший такой катализатор. Сергей часто проводит туры. Покорить ледник или же вершину для него не составляет особого труда. То-то же он такой стройный и подтянутый. Для тех, кто любит активный отдых, Сергей планирует организовывать туры со спортивным уклоном. Сейчас проговариваем момент, чтобы у нас туры стали с альпинистским уклоном, чтобы человек приезжал сюда, в Дигорию, и получал первичное звание альпинист России здесь уже на месте. То есть, а дальше, если он захочет решить продолжить карьеру и пойти по разрядам, то куда он будет возвращаться? Естественно, к нам. Так, надо запомнить и вернуться сюда. Думаю, только взобравшись на гору, я докажу Ацамазу, что в душе я настоящая амазонка, а не ванильная городская девушка. Сергей, большое спасибо за чай, за угощение. Поделитесь вашими знаниями. Дальше мы планируем посетить такие селения, как Фаснал, Камунт, через Гидский перевал спуститься к арт-объекту. Может быть, что-то еще интересное мы можем увидеть в данных локациях? На самом деле уже получается самодостаточный и насыщенный маршрут, но здесь я посоветовал остановиться, не доезжая селения Дунта. Увидите, там такой пригорок будет. Это средняя моренная линия двух ледников Донисар и Сунгути, которые встречались там эти ледники порядка 7000 лет назад там встречались. Это след. Но не в этом бугре в данном случае будет интересность, а в том, что если спуститься, там увидите старую дорогу, то есть не та, по которой вы будете ехать, а именно той, которой пользовались раньше горцы. И там стоят чудесные сырты. На самом деле для жителей не Осетии, так скажем,
скажем, гостей республики это слово непонятное и новое, а по сути это новый, не то что новый, это особый вид культуры. Сегодня мы активно пользуемся там в разной индустрии орнаментами, которые 70% этих орнаментов были именно сняты с иртов. Так, до следующей локации сегодня мы точно уже не успеем добраться. Нужно отдохнуть и выспаться. Первый день нашего маршрута подошел к своему завершению, и мне кажется, был очень даже продуктивным. Думаю, что завтрашний день будет не менее насыщенным. Ну ладно, дам тебе возможность отдохнуть и набраться сил перед новым, не менее насыщенным днем. То, что был набело, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новое, а заново. Один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Второй день нашего маршрута мы решили начать с еще одной интересной локации. От Каматы добираться до нее около 15 минут. Находится она практически уже в опустевшем селении Фаснал. Ну что, Фаснал нас уже встретил вроде бы хорошей погодой. Здесь очень атмосферно, очень красиво. И еще нас встречают здесь немножечко местные жители. Да. Немножко страшно, конечно, не будем рисковать. Кстати, не знаю, что значит для Мадины хорошая погода. У меня уши уже отваливаются. А ну что ты будешь делать? Это я корову держу. Вот так. Мадину интересовали вопросы, чем вы занимаетесь здесь, кроме того, что едите. Спасибо. Фаснал, на первый взгляд, кажется таким довольно обычным селом, где люди занимаются скотоводством. И, насколько мне известно, здесь не было и до сих пор нет некоторых благ цивилизации. Но, с другой стороны, странно. Здесь есть постройки многоквартирные. Вот как интересно здесь жили люди. Вот, Ацмас, я понимаю, что ты не местный житель, но можешь рассказать о том, как вообще здесь обстояла жизнь? Строительство вот этих многоквартирных домов связано со строительством обогатительной фабрики. Да, именно из-за нее мы сюда и приехали. Именно вот это типовое строение обогатительной фабрики, оно и служило таким толчком для развития данного селения. И как раз вот после 1893 года здесь жизнь начала активно развиваться, как и в принципе во всей горной Осетии. Кстати, оно интересно не только промышленным строением, но здесь еще есть такие, опять же, не типовые склеповые сооружения. Ацмас так интересно рассказывает, что хочется бежать туда стремглав. Там внутри наверняка очень атмосферно, а это самое то для любого туриста. История Фаснала тесно связана с богатыми месторождениями свинцово-цинковых руд. Они когда-то были найдены в окрестностях. На просторах интернета все чаще можно увидеть статьи о богатых бельгийцах, которые в конце 19 века решили возвести в горах целый город с многоэтажными домами, провести электричество и даже телефонную связь. Именно здесь, в Фаснале, в 1893 году возвели горно-обогатительную фабрику, где добывалась практически вся таблица Менделеева. Внешне фабрика напоминает Колизей, но, к счастью, гладиаторские бои здесь не устраивали. Ну а если серьезно, то фабрика была оснащена передовым оборудованием, и специалистами были лучшие из лучших в своем деле.
Очень интересно то, что все стены сохранены практически в первозданном виде. Говорят, что их пытались разобрать, разрушить фабрику, но из-за качества строительства их решили просто оставить так, как есть. И сегодня это строение используют как просто хозяйственную какую-то постройку. Здесь видно то, что и загон для коров здесь, и часть даже для гаража. То есть строение стоит уже более 100 лет и уверенно, как мы наблюдаем. Кстати, я видел некоторые проекты по реставрации данного объекта и предлагали восстановить стеклянный и потолок, и вот эту многоуровневую, да, видим, систему. То есть хотят даже сделать стеклянный пол. Это один из проектов. Кстати, по поводу потолка, да, я читала, что здесь был стеклянный потолок, что вообще не свойственно для осетинского стиля построек, для осетинской архитектуры, я бы даже так сказала. Ну, в горах, да, крайне редко это можно увидеть, но этому есть объяснение, самое элементарное, для экономии электроэнергии и вообще, в принципе, для более качественного освещения. Финальной главой истории фабрики можно назвать послереволюционный период. Бельгийцы уехали из Осетии, а строение пытались разрушить. Но, как сказал ЦАМАЗ, стены оказались слишком прочными. Это вам не современные строения, которые вызывают сомнения у многих архитекторов. Теперь сюда заглядывают туристы и видеоблогеры. Недалеко от фабрики сохранился Фаснальский склеповый могильник. Это старинные захоронения. На территории Горной Алании такие постройки встречались довольно часто. Но эти склепы отличаются от прочих. Вот мы пришли к тем самым склепам, которые достаточно необычной формы. Такие склепы, не знаю, но вроде бы не встречаются в других районах Северной Осетии. Да, они вот совершенно уникальные, красивые. И по сохранности можно на самом деле сказать, то, что они не в таком уж и плачевном виде. Но хотелось бы, чтобы все-таки обратили внимание на их состояние и предприняли какие-либо меры. Да. Ладно, не будем задерживаться долго возле склепов. Идем дальше. Он очень большой, вот можно заметить, очень огромный. Да, если мерить мадинами, то около 4, да, мадин? Около, да, 4 мадин здесь точно поместится. Если ацамазами, то где-то 3, 3,5 ацамаза. Да, в этом замечательном музыкальном инструменте. Кстати, установили данный арт-объект творческая группа МАХКОНТ по заказу Комитета по туризму. Установили они более 10 арт-объектов по всей республике, но вот вблизи Галиатского водопада как раз установлен Кишен-Фандыр. Мимо не проедешь. Рука так и тянется сделать селфи или снять видео. Вот благодаря таким объектам туристы могут приобщаться к культуре осетинского народа. Мы преодолели нелегкий путь. Настало время отправиться в место, где воздух становится прохладнее, облака ближе, а вся Дегория видна как на ладони. Добро пожаловать в Камонту, самое высокогорное селение. Кстати, Камонта попала в книгу рекордов Гиннесса по количеству почетных граждан, а именно 27 человек на душу населения. Правда, по пути к нашей следующей точке мы никого не встретили. Хотя... Как проехать к смотровой, друг? Он капнул. Он капнул сюда. Да все, не надо. Все, больше. Мы искали местных жителей в Камунте, мы их не нашли, но мы нашли замечательного ослика. Не знаю, как его зовут, можно ли его трогать, как ты считаешь, можно его трогать? Если он не против, нужно спросить его. Вы не против? Ответьте нам на пару вопросов, если мы вас погладим. Увереннее, Мадина, чуть. Не уходи, куда ты пошел? Мы еще с тобой не договорили, друг. Ладно. Не получив ответа на наши вопросы, мы отправились прямиком к смотровой площадке. И в это время нас захлестнули эмоции. Я думаю, что мы не зря проделали такое долгое, длительное путешествие. Зато мы наслаждаемся вот этим видом. Мне кажется, он на вес бриллиантов, золота и всего, что есть вот в этом мире. На самом деле, просто посмотрите на эти виды. Это просто нужно
видеть именно в реальной жизни. Мне кажется, ни одна фотография, ни одно видео не передаст вот эту вот замечательную атмосферу, потому что сзади нас очень красиво, спереди открывается прекрасный вид на заснеженные вершины, на заснеженные горы. И просто считаю, что Осетия – это реально мечта. Такая красота заставляет задуматься о величии природы, о том, что человек – маленькая песчинка в этом необъятном мире. Вот на какой философский лад меня потянуло. Но мешкаться нельзя, мы должны добраться еще до одного места. Друзья, у нас не запланированная, остановка, но не остановиться в такой локации с таким видом, это было бы настоящим преступлением. Мы сейчас на высоте почти 2400 метров, мы на дороге по пути как раз селения Коммунта, Бзгит, и вот здесь одна из остановок, одна из локаций, вот может быть вот такой, если вы не поленитесь, остановите и насладитесь опять же вот этой вот красотой. Мы с Мадиной именно так и сделали. Ацамас, что может быть прекраснее таких путешествий? Даже не знаю, может быть только точно такие же путешествия, только когда чуть-чуть потеплее, да? Мадина, вот мы и прибыли на следующую нашу локацию. Это селение Верхний Сгит. Как мы поняли, в плохую погоду сюда нужно приезжать на хотя бы немного подготовленной машине, но все равно сюда добраться достаточно легко. Кстати, здесь максимально туманно, вообще не видно гор, хотя буквально час назад мы наблюдали прекрасные пейзажи, но все равно это даже придает такую интересную атмосферу, я считаю. Да. Согласен? Я согласен абсолютно, и я чувствую, что мы немного подмерзли. И для того, чтобы обогреться, здесь есть такие локации, как вот, наверное, отели, даже несколько. И один из них мы покажем вам. Так, ну что, Ацамас, это наша с тобой сегодняшняя локация, где мы остановимся и где, в принципе, любые туристы, которые сюда приезжают, могут остановиться. Вот, давай сделаем небольшой рум-тур, покажем, что здесь есть, какие здесь есть условия. И здесь есть кухня, здесь есть все необходимое для того, чтобы приготовить чай, подогреть еду. Есть телевизор, ванная комната. Мне интересно глянуть, Ацамас, что там наверху, вот что-то очень необычное. Там, правда, пока темно. Да, но... Мадина, аккуратно поднимайся, посмотри. Я Заведу обстановочку. Ну что, друзья, вот в этом замечательном домике мы сегодня остаемся. Если честно, я безумно рада даже тому, что здесь просто тепло, но, с другой стороны, тут невероятная атмосфера. Домик очень необычный. Я вот думаю, что пока Ацамас там занимается другими делами, я пока прилягу, отдохну. Так что, мне кажется, можно расслабиться немножко. Мадина, ты что-то слишком сильно расположилась уже. Нас ждет еще крайняя локация. Танец с кинжалами, если слышала такой арт-объект. Мы отснимем еще эту локацию и отправляемся либо в город, либо вернемся уже сюда, посмотрим на наши желания, предпочтения. Так что, Мадина, надевай свою шапку. Здесь нам очень нравится. Да, здесь на самом деле очень круто, но мы давай обязательно сюда вернемся. Все-таки я настаиваю на том, чтобы мы здесь остались. Этот поселок один из самых высокогорных в Северной Осетии. 2 километра над уровнем моря. Когда-то здесь был целый шахтерский город. Да-да, на такой высоте кипела жизнь. Во время расцвета в селе проживало более 10 тысяч человек. Есть верхний, средний и нижний Сгит. Выше всех над уровнем моря находится, конечно же, верхний. Он возник в середине прошлого века, когда здесь стали добывать свинец и цинк. В 2000-х годах шахты продали, а потом вовсе закрыли. Работы не стало, а жизнь остановилась. В 2000-х годах Верхний Сгит практически опустел. Но в последние несколько лет люди стали возвращаться в горы, строить дома и даже отели. Ну что, Мадина, это крайняя локация сегодняшнего дня. Расскажи, пожалуйста, понравилось ли тебе путешествие наше? Ацамас, ты не представляешь, в каком я восторге, просто по моим эмоциям, наверное, видно. Я
влюблена в Дегорское ущелье. Теперь мне очень сильно понравилось. Я уверена, что я вернусь сюда еще раз. Вот, поэтому сегодняшние виды, они просто как какие-то другие планеты, как будто мы находились в фильме «Интерстеллар». Это что-то невероятное, честно. И здесь хочу заметить, у нас, вот, как я вижу, новый арт-объект. Хотела у тебя спросить, по нашим меркам, это сколько мадин? Это 2 мадины и приблизительно 1,5 ацамаза. Я понял то, что ты не пожалела о том, что мы все-таки решились на такое длительное путешествие. И в следующий раз ты обязательно отправишься на новые маршруты вместе со мной. Да? Конечно, конечно, безусловно, это 100%. Я очень хочу посетить еще классные маршруты Северной Осетии, но пока что предлагаю погреться в отеле, вернуться туда, выпить горячий чай, ну и поговорить о туризме, о новых идеях. Да, о новых маршрутах. Я предложу тебе много-много чего интересного, и, наверное, они будут не менее классными, крутыми и живописными. Да. Да, кстати, тебе нравится вот так по грязи ходить? Ой, по грязи вообще замечательно. Да, вот этот чулеп-чулеп, вот так это нравится.